Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Якутия-24. С вами, как обычно, Петр Цыпандин. И, как обычно, мы находимся в гастростудии ресторана уютного Мусхая. Со мной, как обычно, Семен, постоянный мой соведущий Тарбахов. Приветствую, Семен. И к нам сегодня в гости пришел человек, мне кажется, как очень сложной, серьезной, но в то же время очень интересной профессиональной деятельностью, психолог МЧС Роман Дмитриев. Роман, приветствую. Очень приятно. Здравствуй, Роман. Да, всегда забываю это сказать, поэтому в самом начале говорю спасибо, что ты согласился любезно прийти, несмотря на твой плотный, жесткий график. Я знаю, что ты прямо сейчас на дежурстве, прийти в гости на нашу передачу. И традиционный вопрос, который я всегда задаю: с чем ты к нам сегодня пришел, что будешь готовить? Сегодня я хотел бы приготовить тушеное, получается, мясо, корейский шашлык, приготовленный у нас на газу и на специальной сковородке, которую мне непосредственно подарил мой товарищ. Да-да, я, смотря как ты подготовился, мне кажется, ты любишь готовить вообще. Но я не часто готовлю, потому что у меня жена превосходит талантами кулинарии, поэтому я умею что-то готовить простое, допустим, и довольно нечасто. И я смотрю, мясо тоже уже замариновано. Что за мясо и что это такое? Да, так как я фанат быстро готовить, я сделал маринад в виде тонких ломтиков, нарезанных свинины и вымоченная в соевом соусе. Ну, просто замариновал? Да. Ага, ну чтобы замариновал, раз взял и быстро, по-моему. Если тонко нарезано, скорее всего, это очень быстро готовится, да? Да, конечно. Сколько примерно времени потребуется подготовить? Если одновременно варить рис и одновременно жарить шашлык, корейский шашлык, понадобится около полчаса. Да, ну я предлагаю, Семен, может быть, тогда мы начнем с риса, а чуть-чуть попозже, когда уже будет будет готов у нас рис, скажем так, к моменту подготовки, мы приступим к мясу, чтобы сейчас был жар не этого. Роман, миску. Так, второй традиционный вопрос, который я всегда тоже задаю, я об этом тебя предупреждал. Расскажи, пожалуйста, немножко о себе. Зовут меня Роман Дмитриев, родился я в республике Саха-Якутия, поселок Покровск Хангаласского района. Вот. Ну, увлечения мои в основном это настольные игры и это спорт, ну и непосредственно занятия психологией, как бы фанат своего дела. Семен, я подам тебе водички. Надо будет. Вот там, да? Хорошо. Тогда водички. Ой-ой-ой. Так? Ага. Настольные игры. Да. Ага. Да, довольно-таки большая группа существует в республике Саха-Якутия, которая занимается непосредственно настольными играми, покупает их непосредственно и уже приглашаем компаниями, играем со своими друзьями. Да, ну мы попозже этого коснемся. А как ты выбрал непосредственно вот эту профессию? Вообще в 11 классе, когда я закончил школу, получается, я подал документы все 3 месяца на медицинский институт, на институт математики и на психолога. Ну, то есть 3 разных направления. Вообще все решил охватить. Да. Перестраховался жестко, да? Ну, грубо говоря. Вот. Поступил я и на медика, лечебное дело, также поступил на математика и на психолога. И уже решал, кем я сам. Покинул монетку? Не, как бы медицина довольно очень трудная, сложное дело. Ну да, причем долго учиться еще. Да, математика, соответственно, тоже. И выбрал психологию, так как мне показалось очень интересным в том, что это не совсем точная наука. И развитие ее может происходить постоянно. Ну да. И в психике человека может происходить все, что угодно. Поэтому постоянно изучая и совершенствовать, можно практически совершенствоваться всю жизнь. Ну, я как обыватель скажу, количество тараканов не уменьшается, и они у всех разные в голове. Так же говорят, да, у всех свои тараканы, да. Вот, и куда ты поступил, где ты учился на психолога? Как долго учился? Учился я 5 лет. Мы все психологи получаем высшее образование. Обязательно, между прочим, да, это надо как бы сказать, а то думают, что в последнее время же завелось куча коучей, которые тренинги ведут, и все думают, что они психологи. На самом деле психолог, самое главное требование – это обязательное высшее образование. Так же? Конечно. И закончил институт психологии. Учился 5 лет по специалитету организационная психология и управление персоналом.
Там, то есть, получается, твои тоже подразделения? Да, психология именно психологи самостоятельно подразделяются на те или иные областями науки, которыми мы будем работать. Допустим, организационная психология — это те, которые работают в компании, проводят тренинги, обучение, первичный прием, допустим, поступления на работу, те же тестирования, улучшение профессионала или как-нибудь его адаптация. Ну то есть как бы соответствие профессиональным навыкам, там все прочее, да? Ну то есть психологические портреты, да, психолога делают? Да, также есть возрастные психологи, которые работают с детьми в школах. Они в основном в данной сфере работают. И, соответственно, существуют клинические психологи. Если это в общих чертах, ну, хотя бы несколько направлений назвать, есть клинические психологи, уже которые работают в рамках медицины. То есть там, по-моему, насколько я помню, обучается магистратура 6 лет, и они уже работают не просто с психическими какими-либо проблематиками, но и с клиническими какими-либо нарушениями или пограничными состояниями. Тарелку нужна будет. Тряпка. Тряпка? Да. Держи. Себе. Вот. Потом закончил? Да, институт психологии закончил, переехал в Москву, там работал недолгое время, оттуда в Среднеколымск переехал в поселок Угольное, там работал некоторое время, ушел в армию. После этого в армии решил, что буду работать только по направлению психологии, и с того момента, как демобилизовался, работал только психологом преимущественно. То есть, получается, если у тебя есть высшее психологическое образование, работу найти не так сложно, да? Получается? Ну, вообще, если ты в собственной профессии интересуешься, замотивирован в ней самосовершенствоваться, то я не думаю, что в ней очень трудно найти. В любой профессии трудно найти свое место. Ну, всегда считается, что кадров у нас не хватает, особенно в республике. Ну, вероятность такая тоже существует. Вероятность такая есть, да. И, насколько мне известно, ты уже 8-й или 9-й год уже работаешь в МЧС, да? Нет, в МЧС я работаю 3 года. 3 года. Психологом работаю? Все это, да, я чуть-чуть перепутал. Слушай, а сейчас именно непосредственно твоя деятельность с чем связана? Какие проблемы будешь? Так как я психолог МЧС, у нас Перебью. Так, Соль. соль? Соль? Так, вот, соль. Еще здесь. У нас есть направление такой психологии, как экстренная психологическая помощь. То есть непосредственно на чрезвычайных ситуациях, чрезвычайных происшествиях. Когда случаются... Ну, когда какая-то беда, не дай бог. Да. Вот, мы непосредственно туда выезжаем и работаем с собственными стрессовыми реакциями, то есть с предтравматическими какими-либо состояниями. Допустим, данное направление психология, грубо говоря, многие задаются вопросом, что произойдет с тобой и твоим эмоциональным состоянием, если сейчас тебе позвонят и сообщается, что своим близким произошла какая-то беда. Что ты испытаешь? Какие эмоции? Ну, растерянность, шок. Да, ну первое шок, потом, скорее всего, отрицание. Ну, то есть человек же не склонен верить, всегда надеется на лучшее, да? Думаешь, ну не может быть, как так? Ну, да неужели? Ну, все равно вот такая реакция. Более конструктивно переживание тех или иных психических травм мы работаем. Допустим, такие как истероидные реакции бывают, агрессивные реакции, ступор, шок, плач, истерика. Да, истероидная реакция. И мы непосредственно с ними работаем. Кстати, некоторым элементам, так как я продвигаю, считаю, что экстренную психологическую помощь надо продвигать в массу. Именно как работать, что, потому что не всегда бывает, что возможно, кто-то рядом есть, который может профессионально оказать психологическую помощь. Причем немедленно нужно. Мне кажется так, да? Поэтому ты упоминал, что ты все время на связи, все время не имеешь права телефон отключать, в любой момент можешь куда-то выехать. Конечно. Так, да? Да. Ну, то есть от времени воздействия, то есть оказанной помощи, мне кажется, очень многое зависит. Нет, давайте рассмотрим так. Так, хорошо. Допустим, представьте, к вам пришел кто-нибудь из гостей, вы его позвали, и он впал в ступор. И просто не рассказывает. Ваши действия какие? Дружище, что случилось? Ну, конечно. Ну, как-то растормошить все равно нужно же говорить, ладно, пусть сидит. В принципе, правильные действия. В экстренной психологической помощи тоже такие же принципы существуют.
работы с людьми, которые в ступоре находятся. То есть это установить тактильный контакт, посмотреть в глаза, позвать по имени и вывести его. Попытаться понять, что происходит хотя бы, да? Да. И своими силами, ну хотя бы что-то оказать. Ну если он сидит вот, ну, значит, что-то случилось, какая-то новость пришла, вдруг WhatsApp там. Но бывают ситуации, когда ты пытаешься работать, и все равно психотравмирующая ситуация происходит. И стероидная реакция. Допустим, человек пытается привлечь максимальное внимание к себе, какую-то истерику новую и так далее. Все мы были в такой ситуации, когда видели данную истерику. Истероидную реакцию. Ну, он начинает биться в конвульсиях или там, короче, все крушить подряд. Или Нет, почему? Это главное привлекать внимание. Стероидное. Да. Истероидное, ну истерит, орет, короче, там. Ну, вы больше показали агрессивную реакцию. Когда истероидная реакция, она именно ее механизм возникновения возникает, когда человек пытается позвать на помощь. Он не справляется с данной ситуацией, он зовет на помощь к себе людей, чтобы они ему помогли. Но бывает иногда этот механизм включается, а вроде бы как бы помогает с этой ситуацией никак. И что с ней делать? Ну вот, допустим, как бы вы бы успокоили в такой ситуации? Или не обращали бы внимания? Нет, ну как-то попытаться успокоить, но всегда считается так, что как бы человек, который не спокоен, одним словом, как «эй, успокойся», ну невозможно успокоить. То есть мало кто успокоится, когда говорят «эй, успокойся». То есть, да, либо может быть другая, короче, реакция у человека начаться. Конечно, может успокоиться, но он реально в себя уйдет, в ступор, короче, перестанет разговаривать, какие-то свои внутренние переживания. Или еще что хуже сделает, да? Или еще что хуже сделает. Да, еще что-то хуже сделать. Не дай бог, себя может покалечить, окружающих, ну то есть агрессии может проснуться. Это же... Вообще висцеральная реакция, мы работаем так, так как эта реакция направлена на внешнее, на людей каких-либо, мы просто убираем внешних, которые смотрят, или можем, допустим, там позвать отдельно, допустим, там представиться, позвать куда-то в сторону отойти. Когда мы лишаем людей, то есть аудитория, висцеральная реакция, она быстро затухает. Ну, то есть нету кого привлекать внимание, ну и, собственно, без толку чего орать, типа, да? Так же, как и агрессивная реакция. Но вообще, лично я считаю, что... Изолировать. Да. Если у человека случается горе, он имеет право на любую эмоцию, которая с ним происходит. И это нормально? Да, это нормально. Будь то агрессивная, истероидная, ступор, шок, плач. Его уже все-таки близкий погиб, поэтому мы считаем то, что имеет право на любую эмоцию. И в общей правиле не распространяемся вообще об этом. Ну, а если агрессия, которая граничит, ну, не дай бог, там человек может закон нарушить, ну, то есть покалечить окружающих, ну, или, не дай бог, себя, там, мы пытаемся в таких случаях. Отвлечь его и перенаправить на более конструктивный вариант. Допустим, там что-то загорелось, допустим, а внутри находятся какие-либо ценные вещи, и пожарные их вытаскивают. Мы можем направить, тут столько ценных вещей лежит. Вдруг кто там унесет и так далее. Занеси, пожалуйста, там, машину в дом или куда-либо, ну, допустим, горит гараж какой-нибудь. И пока человек таскает и направляет свою агрессивную реакцию на более конструктивную форму работы физической, соответственно, по прошествии этого времени можем уже с ним, так сказать, поговорить. Ну вот, допустим, произошел вызов, да? Ну, не дай бог, ну, в вашем случае же все время связано, ну, скажем так, ну... Да, нам говорят место, что случилось. Что случилось? В общих чертах. Мы выезжаем. Выезжаете. И что делаете сразу? Ну, устанавливаете контакт, получается? Сначала мы проводим сбор информации, то есть, что именно произошло, потому что, когда тебя вызывают, информации всегда бывает мало. Что-то случилось, сколько там человек, допустим, там, что произошло, кто там есть, сколько человек, мы этого не знаем. Поэтому, приезжая туда, мы собираем данную информацию и уже определяем по участкам работы. Допустим, там именно место происшествия, или помощь при опознании морги, или при сопровождении похорон. И, соответственно, разбиваемся. Мы можем позвать других психологов. То есть вы выявляете лиц, которым нужна, ну, на ваш взгляд, нужна помощь, и с ними вступаете в контакт, получается? Да, работаем. А может, да, работаете, да. А может так случиться сказать, да, идите, у меня все нормально, короче, это. А потом это может обратно проявиться? Да, бывает такое, что мы приезжаем на происшествие, и человек говорит, нет, мне не нужна категорично. Я нормальный, типа, да, все со мной нормально, его трясет и так далее, он не может
как-либо сконцентрироваться. Я говорю, да, хорошо, но все равно я в его поле зрения стою и даю понимание человеку хотя бы невербально, то, что я рядом и всегда готов ему прийти на помощь. Да, даже если он так грубо сказал, ничего. В его поле зрения, да? Да. Да, ну чтобы находиться рядом. Да-да-да. Ну потому что действительно же в экстремальных ситуациях человек способен, многие люди способны, и случаи-то точно есть, что все что угодно может человек натворить. А у вас, у психологов, это считается, что любая реакция это нормальная реакция. Да, именно с этими реакциями мы должны работать. Допустим, при горе мы считаем то, что плач – это нормальная реакция. Ну, минимальная, самая нормальная реакция. Не минимальная, а конструктивная. Потому что ты должен делать, если своим близким случилось несчастье? Ну, конечно, это страшно же. Или мы ее называем реакцией эмоционального отреагирования. То есть все равно к этому придет рано или поздно. Роман, скажи, пожалуйста, еще тогда такой вопрос, да? Я как представитель, у меня первое образование точной науки, да? Я знаю, что, должно быть вот так, должно быть вот так. Формула, все там, физика, математика, это, как бы первое, типа мое, да? А у точных наук всегда отношение к другим наукам, это же вообще не наука, психология это вообще, мягко говоря, туфта. И реально вот при Советском Союзе было отношение, что психологов было мало. Сейчас их количество растет, все это знают, спрос растет, предложение растет, да. А меняется вообще, не знаю, как правильно сказать, методы воздействия, может быть, тенденции, технологии, может какие-то эти. Насколько сильно вообще меняется психологическая, я не знаю, как это наука. За последние годы новые методы, они появляются постоянно. В нашей профессии ты тоже должен постоянно учиться. Так же, как в городской деятельности, журналистике. В любой профессии это неотъемлемо. И новые методы, конечно, появляются. Есть какие-либо проективные методики, есть аппаратные, допустим, там, если мы говорим, какие-либо биологические обратные связи и так далее, так далее. И не только в консультировании, но и в диагностике тоже появляются очень-очень-очень много новых методов. Это становится все автоматизированным. Мы идем семимильными шагами к развитию психологии. И сейчас вы заметили, наверное, психологов очень много стало. Ввиду того, что становится все больше, да. Да, спрос растет на психологические услуги, обращений становится все больше. Соответственно, психологов и качество их услуг повышается. Делаются какие-либо новые методы работы, психодиагностические материалы и коррекционные какие-либо методы работы. Ну и в Якутске, в частности, это тоже, да, создают и центры, да, по-моему, и центры психологической помощи есть, да, телефоны доверия появляются, то есть разные же всегда людям. А вообще считается же, что, да, мы разговаривали с тобой, говорил, что чуть ли не каждому человеку нужна психологическая помощь. Это так? Вообще, если смотреть с точки зрения психологии, у всех людей существует 3 вида людей. Это патологически больными, с ними работают психиатры. Именно это нарушение центральной нервной системы, когда медикаментозное воздействие. Но когда психолог уже не может помочь. Ну, конечно, даже если ты с ним будешь разговаривать, он неадекватные, короче. Нарушение. Уже на уровне нейронов. Что ты сделаешь? При помощи слова его излечишь. Есть акцентуированные личности, акцент. То есть существуют какие-либо проблематики, которые в человеке есть. И есть полностью психически здоровые люди, которые в идеале они существуют, но в принципе-то их нет. Как это не прискорбно для нас слышать, и как это не классно слышать для вас, для профессиональных психологов, так и есть, получается. Я вот смотрю на саму вот эту статистику обращений, потому что некоторые обращаются, некоторые не обращаются к психологам и задавались таким вопросом, почему именно, если всем нужно, у кого-то существуют какие-либо проблемы, почему они не обращаются всем поголовно к психологам. Но если эта тебе проблема как-либо не мешает, зачем тебе обращаться дальше? Существует, либо ты думаешь, что она тебе не мешает, а всю жизнь живешь с этим. Да, допустим... Грузом ходит, получается, да? В своей личной сфере, когда ты уже после работы выходишь, видишь людей и с ними общаешься, ты понимаешь, что у человека, допустим, какая-либо проблематика существует. Но я же его насильно не заставлю ко мне обратиться или к какому-то другому насильно мил не будешь, да? Да, конечно. Поэтому это решение лично каждого. Обращаться к психологу, не обращаться к психологу. Ну, как говорится, тогда, значит, как профессиональный психолог, ты можешь сказать, что чем раньше человек обратится, тем счастливее и легче будет его жизнь. Это так или?
Нет, каждый случай, он уникален, он не существует, хотя и Шаблонов нет, да? шаблоны как бы есть работы, но все равно какие ты методики применяешь и как ты будешь прорабатывать именно человеком, это уже зависит не просто от клиента, но и от психолога. Насколько он готов и замотивирован ту или иную проблему решить. Ну и вот, насколько психолог образован и понимает данной проблематики. И от этого зависит успех. Как быстро они придут к этому или вообще придут к решению какой-либо проблематики, к чему они пришли, к каким выводам и как быстро. Это уже зависит от многих факторов. Поэтому двоякий вопрос. Да, двоякий вопрос. Хорошо, а тогда следующий вопрос. Правда ли то, что все наши психологические проблемы, они с детства? Но вообще существует профессиональный юмор. Да-да-да, мы как раз дроп, да. Да, вообще профессиональный юмор, как бы сказать, многие говорят, что проблематика растет у нас из детско-родительских отношений, или мы совершенно его называем ДРО. И вот как в популярном американском сериале про врача, как Доктор Хаус, он на все заболевания говорил, это волчанка. У нас тоже профессиональная серия, такое бывает, допустим, мы в центре работали, и при первичном обращении нам надо заполнить карту. Первичное обращение, что там записать? Это ДРО. То есть 90% вероятности. Готовый ответ, который... А как это переводится? ДРО? Детско-родительские отношения. Детские родительские отношения. Ну, то есть между родителями, что в детстве у тебя происходило, заложили характер. Ну, да, и вероятность, то, что ты правильно скажешь, назвав это ДРО, это очень высокая. Поэтому профессионально. Тоже юмор такой, да, получается? Да. Ну, а по факту получается же, ну, скорее так, чем нет, получается. И да, и нет. Потому что и в взрослой сфере, когда человек уже вырастает, у него возникают проблемы. Все равно мы взаимодействуем с окружающим миром, то есть внешним каким-то проявлением своего «я». И мы можем получить психотравму какую-либо или иметь какую-то проблематику, тревожность, те, которые возникла у нас не в детстве, а именно сейчас. И с ней тоже можно прорабатывать. Поэтому не сказать то, что статистику такую, конечно, не проводили, но лично я считаю, что это обращение 50 на 50. Ну, получается, психология это очень удобно, да, ну, быть психологом, чуть ли не так. Ну, как будто кажется, что говоришь, вот это можно посмотреть вот так, ну, то есть все как бы так относительно. Ну, во-первых, чтобы быть психологом, во-первых, нужно соблюдать кодекс этики психолога. Да. Допустим, я уезжаю на происшествие, я не могу ни вам рассказать, ни другому человеку о том, как, что там произошло, кто мне говорил и какие реакции у него были. Потому что кодекс этики психолога нас обязывает, чтобы мы не рассказывали. Полная анонимность. Да, анонимность. Тем более у нас в Республике Саха-Якутия, хоть она и огромная, но плотность населения очень мало, и это не составляет труда навести справки и узнать, кто там, с какой проблематикой был. Поэтому если, не дай бог, где информация. Да, про это мы не распространяемся. Естественно, следующее, допустим, это безоценочное отношение. Тем иным, приходит тебе человек, рассказывает про проблемы. Ты не должен оценивать и говорить то, что с точки зрения социума это положительно, отрицательно, плохо и хорошо. Нету такого. Это есть и есть проблема. И надо решать все. Но это уже от клиента зависит, как он решит. Ну то есть хочет или нет. Да. В первую очередь. Да, поэтому у нас безоценочное отношение. Нам доверяют очень многие проблематики, и мы не оцениваем их. В этом и состоит успех всех психологов. Поэтому психологам довольно трудно вот, быть. Тоже, может, задам вопрос, да? А как вообще, ну как сказать, сформулировать вопрос, да? Ну, например, ты идешь к какому-то мастеру, у него, например, какой-то разряд. Ну как вот у психологов, как опыт на него. Да, как выбрать психолога? Или это все должен по опыту прийти? У меня стаж 15 лет, например, да? Или как-то по-другому у вас там? Сначала, допустим, надо понять, что за у тебя проблематика существует. Нет, вот я, например, вот, если представить такую ситуацию, вот у меня проблема какая-то, я хочу обратиться. Но это же как бы психологи, это же тоже предоставление услуг, получается. И, например, скажем, что у нас есть список, да? Каких-то вот психологов и ну, в центр пришел и там вот так список. Да, кого выбрать, типа, да? Да, типа, как понять, вот
кто профессионал, или, например, с какой проблемой будет, вот с моей проблемой, кто лучше справится, например? Во-первых, нужно понять саму проблему, именно из какой она области, и уже подыскивать профессионала в этой области. Допустим, если вы придете с посттравматическим стрессовым расстройством, человек, который занимался только с детьми, и вы взрослый человек, к нему пришли, может быть, он даже не сможет вам помочь, ввиду того, что ему компетенции не хватает. Это все равно, что как человек постоянно готовил на газу, и ему дали электрическую плитку. Ну и вот. Также и отношения будут. Поэтому, например, то есть по отраслям, короче, да. Какая проблема решить? Я хочу сказать, допустим, если у вас существует проблема, она у вас существует. Мы уже знаем, она у вас существует. Одном психологе не следует останавливаться. Допустим, вы пришли к нему, ну или ко мне, допустим, такая ситуация, когда вы обратились ко мне, и я вам, допустим, неприятен. Или вы видите то, что я скучаю в ту или иную ситуацию. Соответственно, вы можете выбрать другого же психолога. Ничего в этом страшного нет. Бывает такое, то, что люди, которые обращаются за психологической помощью, могут перебрать до 8 психологов, пока не найдут своего. И ему с ним будет комфортнее работать, и психологу будет комфортнее работать. Ну или даже вот подходит, но пациент, можно сказать, чувствует что-то не то, да? И он поменяет, может, еще двоих, и вот на одном. Мы же тоже психологи, люди, грубо говоря. Бывает такое, то, что у молодых психологов проблема, они недавно прочитали про какую-то там крутую какую-нибудь методику и хотят ее применить. Приходят ему со стандартной проблемой, которую он привык решать, и он сидит, откровенно скучает на консультации. Вы смотрите, для вас эта проблема уникальна, вы про нее рассказываете, а человек там скучает. И от этого мы тоже как бы не застрахованы, как профессионал. И, естественно, вы можете выбрать другого психолога. В этом ничего такого страшного нет. Так, ребята, по-моему, у нас уже рис, да, Семен? Да, готово уже все. Мы можем проверить. Посмотрим, что с ним как. Да. Ай-яй-яй. Классика. Хорошо. Осторожно, горячий. Осторожно. Так, Роман, вы можете взять рис. Вот тут Петр передает лопатку. Лопаточка. Так, нужно будет добавить рисовый уксус. Это специальный такой, так сказать, ингредиент. Мне нужно будет щипцы. Да, и уже к мясу. Да, я в это время быстренько мясо обжарить, плитку. И у нас уже будет все в ажуре. Время у нас подходит. Так, Роман, всем людям нравится, когда они говорят, когда хорошо, это хорошо. Да? Всем людям нравится. И поэтому такой вопрос у меня есть. У меня сейчас друзья или новые знакомые спрашивают, в разговоре, когда немножко такой психологический портрет делаешь, говорят, о, да ты неплохой психолог, типа, да? Вот так, это как бы немножко лестно, да? А как в твоем случае? Ну, профессиональный психолог, да, конечно, знакомишься с людьми. Есть такая профессиональная деформация, когда ты человека, оцениваешь уже, как профессионально все время, или... Во-первых, я лично считаю, что когда ты на работе, ты выполняешь свои психологические функции, и эту профессию нужно уметь снимать. Потому что если ты постоянно будешь в своей собственной профессии, ты очень быстро перегоришь. Закопаешься, да? Да, профдеформацию чаще всего воспринимают ее отрицательно ввиду того, что ты постоянно в своей профессии и очень быстро перегораешь. Но профдеформация также и понимается, что твоя личность изменяется под профессию. В этом ничего страшного, я считаю, нету, что если ты работаешь, грубо говоря, около 40 часов в неделю при стандартных 5-дневном рабочем неделе, то, что ты приобретаешь те или иные навыки. То есть надо снимать? Конечно. То есть это как стресс, типа, да? Допустим, я вот в случае Семена знаю, что он может прийти в другой ресторан, да, зная, что он как бы шеф другой ресторан, и все равно оценивает уже немножко же по-другому. Было бы странно, допустим, если ко мне подошел ребенок, мой сын, и рассказывал, у меня что там произошли проблемы в классе, я такой, да, хорошо. Так, и накрываем, да? Да. Так. И все. В принципе, рис у нас нормально. Я перемешал. Можно отложить? Да, вот сюда отложить, это я тоже отложу. И сколько минут надо ждать? Там до готовности. Ага. Это мы потом уже сервиранем.
Рис можно разложить по тарелкам. Петр, можешь заняться этим. Психологи тоже ходят к психологам, да? Да. Как это называется? Это называется супервизор. Когда бывает такое, то, что собственные эмоции и личность себя влияет на твою работу. Ты, допустим, эта проблематика лично для тебя, как для психолога, как личности, какой-то накладывает отпечаток. Или, допустим, какие-либо сны повторяющиеся ты видишь или что-либо еще. Мы обращаемся к психологу. Это уже называется супервизор. И это нормально? Это нормально. Конечно, но... Ну и вот, мы обсуждаем... Сам себя лечить не можешь? Но будешь ли ты объективным в лечении самого себя? Ну тоже, да? Может, с крыши просто поехать или как? Да? Ну, обычно же говорят, очень такое расхожее мнение есть, да? Сапожник без сапог. Ну, то есть, чуть ли не психологи тоже такое бытует мнение, слышал, я не знаю, может, я не прав, что психологи идут люди, ну, которые тоже там свои какие-то внутренние есть эти, чтобы, может быть, каким-то образом это перекрыть. Ну, во-первых, мы и так поняли из нашего разговора, то, что проблематика, проблематика у всех существует. В этом ничего страшного. Даже если у психолога какая-либо существует проблема, если это ему пока что не мешает его профессиональной деятельности или жизни, зачем ее решать? Ну, да. Немного странный, может, чуть-чуть диковатый, но с клиентами, когда он общается, он профессионал, и это ему не мешает. Ничего в этом страшного нет. Да, там пожарилось чуток. Пожарилось чуток. Посмотреть уже можно? Да, она очень быстро жарится. Тем более, что это. А вот ручки есть, по-моему, Семен. Не, это не ручка, это специальная. Так. Ай-яй-яй. Чуть-чуть крышка неудобная, да? Да. Ручку забыл с собой взять. Это мне напоминает этот корейский этот. Самгипсаль. А? Самгипсаль. Ну да, ну, вот, прямо корейский. стол посередине это. Только попроще. Да, Ну, это... Я когда в Корее был, примерно такой. Они любят такие вещи. И очень прикольно же. Все, что заказал, тебе Так, принесли. там есть этот кисточка. Вот это? Да. Давай мы чуть-чуть помажем. Чуть-чуть помазать, да? Лишнего не будет. Хорошо. В принципе, можно еще минуты 4, и у нас будет как раз заглазируется. Да, это меня научил мой товарищ готовить, Симон. Он часто путешествовал и такой легкий способ показал, как готовить. Где ты подсмотрел? Ну, если часто его готовить, можно включить, тем более сколько ты уже готовил, чуть ли не таймер поставить, отойти, да? Ну да. Чук, достал, все, положил. Слушай, ну ладно, мы слишком много, по-моему, психологии. А вообще, что любишь кушать? Ну, Это мой вопрос. Это твой вопрос был, да, но ты стоишь, молчишь, и поэтому я его задал. ну, допустим, любимое мое угощение, это которое приготовила мне жена, ну, и начну перечислять, грубо говоря. Это, конечно же, селедка под шубой. Просто шикарно у нее выходит, и фирменное ее блюдо. Можешь прямо Польше есть привет передать. Почему нет? Хорошо. Это можно. Следующее это бузы, которые мы периодически с семьей готовим. Или там разнообразные салаты. Она у меня довольно-таки универсальный человек. Допустим, там шаурму из 2 мяс, там с копченым мясом, одновременно с говядиной и так далее. Очень сочетает и вкусно получается. Да, так что у меня нету такого любимого блюда, как у поваров. Они же готовят, любое блюдо можно очень вкусно приготовить, мне говорит жена. И если ты стараешься, то оно выйдет. Кусочек любви добавил. Всегда Можно так. и так. Петр, ты можешь распределить это по тарелкам. Да, я подам тарелочки. У нас буквально еще немножко осталось. Упоминал, что супруга твоя тоже психолог, Да. да? Ух Да. ты. А как так получилось? Мы познакомились на работе, тогда она была непосредственно моим руководителем. Мы познакомились там. Служебный роман. В принципе, так получилось, что Я хотел тоже сказать, промолчал. полюбили друг друга и поженились. Вот. Довольно талантливый психолог, особенно в детской психологии. Поэтому, ну, психология нас свела, можно так сказать. Извини за такой вопрос, а бывает так? Так, у нас... Прими-ка меня, я расскажу тебе, да? Ты ложишься? Во-первых, у нас семья так, это пакт, а не нападение, короче. То есть каждый на друг друга не применяет психологические Психологические уловки, манипуляции, убеждения. Есть манипуляции очень много. Там вербальные есть, взглядами есть, ну, психологические такие трюки же есть. И, допустим, там, Рома,
просит меня, включи там посудомойку, короче. Этот, пожалуйста, такой мило, тогда это манипуляция. Пак не нападение. Она такая, точно. Поэтому таких семейных тоже, это жизнь, очень много. То есть уже вы на берегу уже договорились, что не будете, короче, эти психологические трюки. Да, друг друга. Но их же множество, кстати. И вот, давай, может быть, традиционно. У меня есть товарищ, да, он страшно любит это, любит всевозможные классификации человеческих характеров. Ладно, это просто сангвиник, холерик, а он еще там что-то, типа там кто-то Чехов, кто-то Довлатов, кто-то там это, ну такие портреты любит, все время какие-то такие штуки делает. И говорит, вот видишь, я только что сделал над тобой это, а ты, говорит, даже и не заметил. Какой-то трюк исполнил психологический, ну то есть я на эту удочку попадаешься. Ну, они же существуют. Как говорил мой товарищ, очень хороший, мы с ним беседовали вообще, он говорил, то, что существует в человеке система брать и давать. Ну, это если по-простому. Сколько ты даешь, столько ты и берешь. Допустим, внутреннее я закон и сохранения внешнее, энергии. да, закон сохранения энергии. И даже если он применяет такие методы манипуляции и так далее, ему же все равно что-то придется отдать, чтобы эффект что-то бумеранга. взять. Да? Да. Так что, да, многие люди интересуются, да, это прекрасно, потому что психология, чем больше интереса к ней проявляется, тем больше, так сказать, желающих обладать теми или иными знаниями. Знания развиваются, чем больше людей в этой сфере, соответственно, она быстрее развивается. Если представьте, было бы очень-очень много поваров, то поварское дело бы развивалось просто в геометрической прогрессии. Так же, как и у нас в нашей профессии. Если бы существовало очень много людей и знания идут к людям, в народ, грубо говоря, то, соответственно, она совершенствоваться будет. Так что ничего в этом страшного нету. Классификации личностей, их существует множество. Множество, разные Точно? вариации, да. Нету. Чего нету? Точной. Точной нету, да. Нет, Ну, да, которая одна, единственная и все. Потому что существуют разные школы психологии, которые так или иначе распределяют. Допустим, там необихевиористы, неофрейдисты, гуманисты и так далее, и так далее. Если об этом подробнее останавливаться, то там можно говорить бесконечно. Да, мы уже думали о том за передачей, что, может быть, имеет смысл уже цикл психологических передач уже придумать другое. НВК, руководство имейте в виду. Я готов быть ведущим. Шутка. Цикл психологических передач. Почему бы и нет? Да. Людям нужно это. Это прекрасно. Это важно. Вот, допустим, представьте себе, если профессия в медицине, есть понятие такое хирургия, это когда сам самостоятельно себя осматриваешь, то есть наличие каких-либо там узлов, связок или так далее. И они самостоятельно себя прощупывают, чтобы диагностировать ту или иную. Или ты придешь там к хирургу, и он, соответственно, то же самое будет делать. Но если это войдет в народ, соответственно, будет конкретных, более таких чистых обращений, соответственно, будет больше. И также в нашей сфере. Если чем больше знает народа о классификации, то почему бы и нет? Ничего такого страшного в этом нет. Ничего страшного нет. Лишь бы на пользу, да? А все равно, так или иначе, существует профессиональная психология, есть житейская психология. Все мы житейские психологи в той или иной сфере. Да. Когда особенно ты в отношениях, там, да, все в работе, отношения с близкими, с друзьями. Все равно нужно же оценивать. Рис я жду. Рис ждешь? Я сказал Петр. Я должен был положить. Хорошо. Давайте Роман это сделает, но я что-то это за разговорами. Слишком интересно. Отвлекся, извините, пожалуйста, товарищ шеф. Вкладываем так. Так, уже сервируем. Давайте мы это сервиранем. Украсим, по-моему, да, Семен собирается. Ну так, немножко. Да, вооружимся вилками. Они у нас есть? Семену вилка. Да, это, ну да, может, да. Арман, пожалуйста. Пока хватит. Это же вот так. Вот так, походу. Пожалуйста. И зелень, да? Да, и свежая зелень сверху. Ну что, друзья, приятного аппетита нам. Семен там красиво все это сделал. Давайте пробовать, что у нас получилось. Только реально как в Корее.
Отлично заболевал. Рис у нас получился ровно. Передача наша потихоньку подходит к концу. Мы можем стоять, конечно, до конца ее кушать, да, но хочу в конце сказать еще раз спасибо тебе за очень интересную беседу. Да. Мне самому, как человеку, просто как обывателю, очень интересно вообще это, ну, скажем, наука. Всегда так делаю, потому что представитель точных наук. За интересную беседу спасибо, что был гостем. Еще раз спасибо. И у нас такая добрая традиция есть. В конце, вот на эту камеру, пожалуйста, пожелания для наших телезрителей. Для ваших телезрителей я пожелаю, конечно же, физического здоровья. Не бойтесь обращаться к психологам. Мы постараемся вам помочь. Я еще раз скажу, у нас в гостях был Роман Дмитриев, психолог МЧС. Роман, еще раз спасибо. Семен Тарбахов, Петр Ципандин. Мы на этом, друзья, с вами потихоньку прощаемся. Будьте здоровы, в том числе и психически, и психологически. Пусть все у вас все будет хорошо. И будьте здоровы, всего доброго. А мы доедаем. Как раз обед.